Но по Конституции имеет колоссальное значение. Это плод многовековой борьбы нашего народа. И мы знаем, в каких условиях Конституция принималась в 1994 году, где Ельцинская Россия была категорически против принятия Конституции. Они грозили нам и санкциями, и закрытием границы, что впоследствии через 2 года и произошло. Ну, конечно, наша Конституция в первую очередь исходит из нашей независимости. Но часто приходится общаться, да, со знакомыми, да, с других государств. Они говорят, для чего такой маленькой стране независимость нужна сейчас, тем более такой тренд, значит, глобализация, стираются границы национальности, традиции, все в таком каком-то одном формате начинает существовать. И поэтому люди искренне не понимают, для чего вообще нам независимость, для чего вообще нам Конституция страны. Но это единственная возможность, наверное, сохранить нашу страну, нашу историю, наши традиции, нашу культуру. И поэтому все наши поколения предков, отцов, дедов, они все боролись за нашу независимость, чтобы у нас возможность была развиваться. Конечно, у нас многонациональный народ, это всегда нужно учитывать. В такой большой многонациональной семье развивать нашу страну. И мне кажется, это единственная возможность, потому что если стоит вопрос только о экономике, о экономическом развитии, конечно, мы могли бы вступить в состав, допустим, наших соседей, одних или вторых. Я думаю, у нас просто был бы в течение нескольких лет экономический бум, потому что был бы доступ к мировой финансовой системе, открытый импорт, экспорт, границы, все, никаких у нас границ, санкций не существовало бы. И с такой территорией, с такими ресурсами, я уверен, у нас просто за несколько лет был бы колоссальный экономический бум, но мы это понимаем, и не все, наверное, в жизни мерится экономика, есть другие какие-то жизненные мерила, да, и исходя из этого мы, значит, сегодня имеем возможность жить в независимом государстве, развивать свою культуру, традиции. Не всегда это у нас, к сожалению, получается. И когда принималась Конституция, и после войны в обществе была эйфория, и после 2008 года, я помню эти настроения, когда мы думали, что все, сейчас мы пойдем вперед, все у нас будет хорошо, и мы добьемся сногсшибательных успехов, результатов, но не получается так. Это строительство государства, в любом случае, это очень сложный этап. И мы этот этап только в самом начале, наверное, мы много возможностей упустили. Потому что до 2008 года у нас самый главный вопрос был это вопрос безопасности. И все силы, энергия государства, она была сфокусирована на этом. Но после этого признания независимости у нас много сил освободилось. Конечно, никто, кроме тебя, не будет заниматься обороноспособностью страны, но после договора, который был подписан с нашим стратегическим союзником Россией, Россия стала гарантом безопасности нашей страны, и большую часть сил, энергии, которую мы тратили на безопасность, мы должны были, наверное, направить на развитие. К сожалению, что-то получилось, но многое, мне кажется, у нас не получилось. Есть на это субъективные, объективные, конечно, причины, какая-то незрелость, неопытность, наверное. Другие еще причины, не буду на них останавливаться. И, наверное, и в плане признания тоже нашей страны вопрос тоже остановился. В этом плане мы начали действовать очень пассивно. Может быть, мы как-то успокоились или нас расслабило то, что нас признала самая большая страна в мире, Россия. И где-то мы в этом плане расслабились, мы стали меньше о себе заявлять, меньше, мне кажется, выступать, меньше как-то мы более даже вроде бы нас признали, а мы больше как-то начали, в своем соку вариться внутри, меньше стали представлять нашу страну. Им показалось, что мы достигли того, чего хотим, какой-то такой, возможно, в обществе такое неправильный сигнал, может быть, у нас возник, что мы добились независимости, мы
там, к чему шли наши все поколения. Вот мы этого достигли, как-то успокоились, остановились, но процесс строительства государства, он не должен останавливаться. Даже если ты достиг какой-то промежуточной цели, ты должен идти дальше, потому что если ты не идешь вперед, ты проигрываешь и уступаешь. И поэтому, мне кажется, вот за последние 15 лет мы очень много возможностей упустили. И в плане мирового признания, ну, не обязательно, чтобы даже страны нас признавали, наверное, но нам нужно больше о себе заявлять. Сегодня есть площадки, которые вот интернет, да, там разные, там YouTube и так далее, множество их просто, где можем о себе заявлять, о своей культуре, о своей, значит, о своих традициях, о своей стране, где мы можем выпускать там разные материалы, да, на разных языках мира. И мне кажется, мы эти возможности не используем в полной мере. Даже вот, ну, фильм, который, вот, мультик, да, вот наш абхазский вот мне показывал, значит, основатель этого мультфильма, по всему миру его реально смотрели, и вот очень приятно было. И поэтому возможностей с учетом современных технологий очень много, где можем доносить до всего мира свою культуру, вообще свою точку зрения, почему мы как бы Абхазии, почему мы должны быть независимы. И людям нужно это объяснять во всем мире. Ну, мало кто знает вообще о существовании такого государства и такого народа, и поэтому, мне кажется, в этом плане нам нужно, наверное, какую-то концепцию вообще, да, сделать, чтобы мы в мире могли быть услышанными. К вопросу о статусе нашей страны возвращаться не стоит. У нас был референдум 99 года, в нашей Конституции это строго написано, это вообще даже не обсуждается. Да, за это есть даже уголовная статья. Но насчет того, что страны какие-то сближаются и так далее, это нормальный процесс. Россия и Грузия, мы знаем то, что, да, вот во время Кавказской войны один из форпостов России на Кавказе это была Грузия. И это две православные страны. Рано или поздно они будут какие-то находить точки взаимодействия. Хотя мне больше кажется, они находят, наверное, больше экономических точек взаимодействия именно с партией, с грузинской мечтой. Потому что мы видим то, что грузинский народ, он все равно смотрит, ну, в другую сторону, смотрит на Запад. Это и подтверждается тем, что там около 7-8 тысяч грузин этнических, они воюют на стороне Украины. Видим постоянные акции массовые против там России в очень такой грубой форме. И мне кажется, есть сближение именно каких-то на уровне политических элит, только по каким-то экономическим вопросам, потому что Грузия до сих пор заявляет, то, что Россия это оккупант, у них есть закон, да, об оккупированных территориях, и везде они со всех трибун заявляют, то, что Россия это оккупант. Ну, в экономической среде, да, с учетом ситуации, да, в мире, то, что с учетом санкций Россия ищет возможности там, да, по параллельного импорта и каких-то экономических возможностей, и много граждан выехало за пределы России, в Грузию там около 600-700 тысяч. Это тоже очень, да, вот, наверное, таким триггером вот этих отношений тоже, то, что такое количество людей уехало, значит, в Грузию. Ну, во-первых, Россия это самая большая, одна из самых мощных стран в мире, и она не может просто так отозвать свой президент. Мы должны это понимать, да. Это государство, пользующееся авторитетом в мире, и поэтому просто так Россия, признав нас, она взяла на себя большие обязательства. Прежде всего, мы должны это понимать. И я не думаю, что вообще будет вопрос так стать, что Россия нас будет принуждать. Я думаю, что это невозможно. И вообще нету в Абхазии политиков, да, мы, понятно, недовольны постоянно, да, и властью, и постоянно власть нас меняется, но есть какие-то вопросы, которые до сих пор, как бы, да, на которых табу есть у нас вопрос независимости нашего государства, неотчуждаемости, его неприкасаемости. Это вопрос, он до сих пор, как бы, он вообще не подлежит никакому, значит, обсуждению. Есть статьи, не буду возвращаться, о которых я вот говорил, они не должны вообще обсуждаться в обществе. Есть даже статья, значит, уголовной ответственности за такого рода высказывания. Есть наша страна независимая, суверенная республика, также, что касается и прав человека, да, что указано в Конституции и так далее. Но мир идет вперед, конечно. Вот даже если сказать, в 1994 году, когда Конституцию принимали, у нас, значит, была норма несменяемости судей.
В 99 году уже было изменено, судьи стали избираться на 5 лет, потом спустя какое-то время на 10. И поэтому, конечно, что касается местного самоуправления, что касается исполнительной власти, что касается судей, мне кажется, нам нужны реформы. И это уже давно всем понятно. У нас лежит изменения в парламенте. Ну, как с чем-то я согласен, с чем-то нет, но значит, исполнительная власть, она должна стать более такой горизонтальной, потому что она вот такая очень централизованная, очень такая жесткая вертикальная система. Нужно ее децентрализовать. И вообще у нас в традиции, в истории, да, и, значит, во времена Абхазского царства, и во времена, значит, там, не такого прошлого далекого. У нас всегда все вопросы решались. Никто не принимал один решение за весь народ. Всегда у нас какие-то судьбоносные решения мы принимали все вместе. И поэтому это у нас даже в крови, наверное, у нашего народа, что есть, конечно, у нас президент, который избирается народом сроком на 5 лет, но он не может все вопросы решать и все вопросы делать. И, в принципе, для института президентства это плохо, когда все, значит, замкнуто на одном человеке. Именно для института президентства это плохо. И мне кажется, мы должны нашу политическую систему менять, дать больше, значит, возможностей, больше прав нашему местному самоуправлению, чтобы можно было какие-то вопросы, потому что у нас по любому вопросу все идут к президенту, это неправильно, у нас есть местное самоуправление, которое ведает этими вопросами, и надо больше, значит, прав дать местному самоуправлению, значит, наверное, вот сейчас у нас и парламенту больше дать, значит, ответственности и больше прав, ну, как-то поменять, это нужно делать, ну, обсуждать в обществе эти вопросы. Мне кажется, мы пришли к тому, что давно уже, вчера. В этом плане нашу конституцию нужно, конечно, менять и идти в ногу со временем. Но я хотел бы видеть Абхазию признанным международным сообществом. Самое главное, чтобы мы были признаны, чтобы мы открыты были миру, и мир был открыт нам, чтобы к нам имели возможность приезжать люди со всех стран, значит, изучать нашу культуру, и также наши граждане имели такую возможность. И вот как бы с учетом этого всего и сохранив, конечно, наш менталитет, то, чем мы можем мир, наверное, удивить, менталитет, нашу культуру. Это, я думаю, то, чем мы сейчас в мире, ты ничем, наверное, никого не удивишь, только нашей культурной, самобытной, нашим менталитетом, традициями, только этим мы можем удивить мир. Ну, самое главное, чтобы в мире жили наши будущие поколения. Я думаю, что, вот я уверен, что следующие поколения, они более образованнее, они вот более, мне кажется, больше, если дать им возможность, они больше принесут благо, и так должно быть, чтобы следующие поколения, они всегда были лучше предыдущих. В этом и развитие в этом заключается.